В начале брифинга Автандил Гарский высказал свое мнение относительно событий, имевших место накануне в столице. Два слова скажу как ветеран. Мы на пути к тому, чтобы окончательно похоронить то, что касается войны. Похоронить то, что касается отношений ветеранов. Второй раз похоронить наших однополчан, которые погибли за свободу. И мы все очень лицемерим, когда говорим, что делаем ради них что-то. На самом деле мы ничего не делаем ради них. Мы на самом деле это делаем ради себя. Я в политике 35 лет. И я знаю, когда это реально, и я знаю, когда это является поводом. Все, что сейчас происходит, это повод. Повод для того, чтобы прийти к власти, точнее, вернуться к власти. Переходя непосредственно к вопросам, касающихся Министерства по курортам и туризму, Автандил Гарский с сожалением констатировал, что в некоторых гостиницах наблюдается отток постояльцев. У нас уже сегодня появилась информация о том, что во многих гостиницах отдыхающие, посетители этих гостиниц, туристы собирают чемоданы. Люди к нам едут с детьми ради того, чтобы отдохнуть. Мы работаем уже с туроператорами о том, что все те события, которые происходят в нашей стране, это наше внутриполитическое дело, что ни один волос туриста не упадет. Наш народ ждет туристического сезона, потому что это единственный источник заработать деньги. Министр отметил, что за последние несколько лет значительно увеличилось количество гостиниц с 75 до 150. 5-6 спокойных туристических лет стабильности нужно, чтобы наши граждане почувствовали себя увереннее, считает Гарский. Министр по курортам и туризму привел статистические данные, которые иллюстрируют, что нынешний туристический сезон, как и прошлогодний, обещает быть прибыльным. По телеканалам вы видели, что творится с туристической Турцией, с огромной страной, где все туристические объекты пустуют. Сегодня у России с Турцией потепление. И тем не менее в Абхазию едет турист. Мы должны эту ситуацию использовать. Гарский сообщил, что с 1 января по 1 июля Новоафонскую пещеру уже посетили более 100 тысяч человек, Рязинский заповедник – 139 тысяч, а в целом за первое полугодие основные туристические объекты страны принесли казне больше 100 миллионов рублей. Амра Амичба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.